1 июля этого года было заключено соглашение по плану действий по развитию нашего сотрудничества. Мы будем работать в рамках данного плана в направлениях экономики, инноваций, культуры, образования и других направлениях. БелАЗ для нас является основным сердцем. Алмазодобывающие предприятия Якутии – это наши давние партнеры. Я уверен, мы совместно создаем тот продукт, который конкурентоспособен не только в Якутии, а по всему миру. Архивные кадры – настоящие хранители истории. 80-е годы – первые карьерные самосвалы Белорусского автомобильного завода, больше известного как БелАЗ, готовятся к поставке в Якутию. Опираясь на опыт и традиции, сегодня Республика Якутия и Республика Беларусь вновь говорят о перспективах совместной работы. Якутия – самый крупный регион России, Беларусь – поставщик самой крупной транспортной техники. Погрузчики, бульдозеры, самосвалы повышенной проходимости. Только за год с конвейера БелАЗа на горнорудные предприятия мира отправляются тысячи карьерных самосвалов. Среди сверхтяжелых машин есть и рекордсмены. Техника высоких достижений. БелАЗ производит и самые большие в мире карьерные самосвалы. Грузоподъемность одного такого гиганта составляет 450 тонн. При этом сама машина весит все 350. Горнодобывающие предприятия Якутии входят в тройку основных потребителей техники БелАЗ. Так называемые 130 и 220-тонники пользуются наибольшим спросом. У нас на сегодняшний день работает более 300 самосвалов большой грузоподъемности. Это количество мы планируем в этом году, в следующем увеличить как минимум в 2 раза. Основным драйвером, конечно, является ваш проект Эльгинский. И основное количество машин сейчас направляется туда. Мы сейчас находимся в прессовом цеху именно на участке окрашивания деталей. Дмитрий работал на БелАЗе 24 года. Прошел путь от ученика-слесаря до заместителя генерального директора. О карьерных самосвалах, поставляемых в Якутию, он знает все. От конструирования до испытаний. Своими руками строил многотонные машины, своими же глазами видел их в работе на севере. У меня был момент, когда я посещал Якутию и именно находился в городе Нерюнгри. 2 года назад мы подписали побратимские отношения. Якутия для меня не понаслышке является родным регионом, потому что многие наши новые модели именно были доработаны и отработаны совместно с эксплуатационщиками в Якутии. Потому что, работая в таких суровых условиях, БелАЗ понимал слабые места и дорабатывали эти места совместно с нашими якутскими друзьями. Это действительно те условия, которые создают максимальные сложности для наших разработчиков, потому что диапазон температур и у вас летом бывает плюс 30, и зимой минус 50. И нужно обеспечить оптимальную бесперебойную работу всех систем самосвала. Мощность двигателей от 400 до 4500 лошадиных сил, повышенная маневренность, несмотря на габариты. Эти стойкие гиганты могут безостановочно, не заглушая моторов, работать месяцами. Все тонкости белазовских машин предстоит узнать якутским студентам. Следующим этапом сотрудничества белорусского завода и Якутии станет образовательный проект. Мы участвуем в подготовке специалистов, которые в дальнейшем попадают на горнорудные предприятия и занимаются эксплуатацией либо обслуживанием горнодобывающей техники. У нас с рядом регионов Российской Федерации реализуются программы по сотрудничеству с высшими и среднеспециальными учебными заведениями. Ваш регион тоже не должен быть обделен таким подходом. Образование станет основой взаимоотношений и с Минским тракторным заводом. Их машины хорошо знакомы многим якутянам. Тракторы «Беларус» сеют и пашут землю почти в каждой якутской деревне. Во время сенокоса они также на передовой. За универсальность и неприхотливость эти железные кони стали символами надежности. В Арктическом агротехнологическом университете им тоже дали зеленый свет. Наша АГАТУ выступила с такой инициативой о создании даже отдельной кафедры, наверное, или направления на факультете по работе именно с машинами Минского тракторного завода. Гусеничные тракторы Минского тракторного завода показали себя наиболее эффективными, и я думаю, что это будет в ближайшее время реализовано.
Техника БелАЗа и Минского тракторного лидирует среди поставок между республиками. В топе также необработанные алмазы, мебель, изделия из черных металлов. Только за первое полугодие этого года товарооборот между республиками увеличился в 15 раз. И это не предел. Увеличение объемов экспорта, это предполагает возможность выхода на новые рынки с новыми клиентами. Совместные усилия регионов будут направлены и на производство мясной продукции. Якутская оленина, ее переработка была бы интересна Беларуси. Страна входит в 5 лучших экспортеров мяса в мире. В фокусе внимания и молоко. Объем переработки главного белорусского завода равен 1000 тонн в сутки. А вот по тому давнему транспортеру мы видим, как уже форма накрытой крышкой пойдет к нему под присадку. Мы перерабатываем в год заготовка порядка 60 тысяч тонн молока, поэтому до 2024 года мы должны выйти на уровень самообеспеченности молоком и молочными продуктами до 60-70%. Опыт Республики Беларусь и данных компаний мы будем плотно внедрять и сотрудничать. Надеюсь, что с учетом визита высокого такого представительства делегации с вашей республики к нам именно на предприятии, я думаю, что с этого будут стартовать хорошие кооперационные связи. Мы к этому готовы, мы к этому стремимся, мы готовы всегда подставить плечо. Мягкое золото, якутская продукция, ювелирные изделия могут быть интересны жителям Беларуси. Свой торговый потенциал Якутия представила на выставке. Сегодня мы можем увидеть самобытность и богатство культуры народов Якутии. Хотелось бы пожелать как участникам выставки, так прежде всего и представителям деловых кругов очень тесных, продуктивных контактов с выходом на заключение контрактов. Мы, конечно, привезли свою продукцию, наши чаи, наш мед, да, и вот сегодня мы презентуем самый северный чай. Если индийский чай со слоном, то самый северный чай с мамонтом. Рады гостям и рады, что вы привезли хотя бы посмотреть на такую красоту. Очень все красиво, очень замечательно. Спасибо вам. Да, впервые видим якутские и орнамент, и символику, и в принципе товары. Очень интересно, очень красиво и очень так этнично. Мне кажется, что у нас все-таки похожи, возможно, менталитеты в плане какой-то добродушности, как-то гостеприимства, вот в таких каких-то теплых моментах. Точек соприкосновения у республик намного больше, чем кажется, а Якутия намного ближе, чем есть. Всего в 40 минутах езды от Минска, недалеко от наивысшей точки Беларуси, Дзержинской горы, расположилась деревня Якуты. Здесь и поля, раскинутые до горизонта, и леса, утопающие в зелени. Вокруг названия деревни Якуты ходит много легенд. По одной из версий, именно здесь, на этой территории, жили поселенцы из Якутии, вернувшиеся на родину с крайнего севера. Также есть мнение, что Якут – это древняя белорусская фамилия, фамилия основателя деревни. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но загадки топонимики интригуют местных жителей уже давно. Она отвлекается Якутией в первую очередь. В первую очередь Якутия, отцом моим, да, вот какая-то история этой, да. Я благодаря отцу узнал, что такая деревня на самом деле есть. Он, может, лет 20 назад повез нас, показывал, что вот такая деревня Якуты. И пытались понять, какая история. Я не могу сказать, откуда она появилась, но просто мне приятно, что у нас под боком, я сам родом тут с деревни рядышком, что есть вот эта деревня. Деревня словно уголок Якутии в Беларуси. Стороны уже в ближайшее время планируют раскрыть тайну деревушки и узнать историю происхождения столь необычного названия. Союз Якутии и Беларуси также коснется культуры, образования, оздоровительного туризма, IT-сферы и работы молодежных студотрядов. Для меня Арктика тоже такая яркая страница. Подписание в июле этого года совместного плана мероприятий позволит Якутии и Беларуси выйти на новый уровень сотрудничества, расширить торгово-экономические связи. Символично, что сегодня союз двух республик перешагнул свой 25-летний рубеж, начиная с момента подписания соглашения с Гомельским гранильным заводом в 96-м. Устремляя взор в будущее, стороны начинают работу. Достаточно широкий круг вопросов. Мы понимаем друг друга, мы нашли общий язык, будем вместе работать.
поучиться есть чему, и, конечно, будет полезным общение с коллегами из Якутска. Налажены те отношения человеческие, которые позволят продвигать наше сотрудничество уже в экономической и гуманитарной плоскости. Надеемся на увеличение товарооборота как в части экспорта продукции белорусской на территорию Республики Якутия, так и импорта продукции вашей к нам. Мы договорились с Министерством экономики, которое закреплено за нашей республикой по развитию наших связей, что не позже, чем в декабре, мы должны будем утвердить рабочий план конкретных проектов экономического, гуманитарного характера. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Республика Беларусь.